Этот дом, он изначально вот до сих пор вы в нем так и живете, да? Это вот про него вы говорите? Ну, это остатки дома. Это остатки дома, это кухня осталась. от Это вот дома. здесь был второй этаж, вот здесь сад был. Мы фактически огромный, сидим вот там сейчас на сарай территории был. дома. Дома, где был да. Войти. Так, вот это Ниярина Нярина старшая. старшая Здесь дочь. так и собирались. Да. Ну, так, Это да. Николай? Это, Охременко, да? Да, это приемные родители Няры. Вот, по-моему, вот это Шефи и ее дочь и внучка. Они с Ростова приезжали. Они с Ростова А приезжали. какая это шеф это получается вот это и не арка? Или это другая? Это женщина? не Няра. Где Лида? Это семейство Вот Пузиковых. это Лида. Мгм. Это старшая дочка Зина, по-моему. Зина, по-моему. Вот. И сын ихний. А Сын сын Саша, Саша. старший сын. И была это младшая такая. Элла. Ну, ее здесь нету. А отец семейства, кто из них? А вот отец семейства как раз и был милиционер. Милиционер. Его нет здесь тоже. На этой фотографии. Если не ошибаюсь. Не знаю. Так, ну, это, в принципе, получается, Валерия? Это Няра. А, Ниара. Няра. А А это это Вероника. Вероника. Это две дочери Николая Сергеевича Охременко. А Валерия здесь? Валерия вот сестра. На этой фотографии ее нет. Вот она. Сейчас я вам покажу. Где-то она здесь. Вот она. Выглядывает, В да? кустах. Да, она там была. Вот эта часть дома. Вот два окна. Это старый дом. Ага. Это две двери было. Вот сюда вот большая площадь. В эту комнату был выход из этих двух дверей. Вот. Ну вот ему удалось сохранить. Идем туда еще дальше. А вот тут была печь. Это что я рассказывал. Когда там была ванна под полом. Вот топился котел. А это был дымоход. Ну из дымохода я сделал вот такую штуку. Подсветка. Она вечером подсвечивается. И мы здесь сидим. Камин сделал. Вот дом как раз заканчивался на этом вот углу камина. Большой дом, вот, комната эта была. Вот. Так что вот это остатки остались от того старого дома. Ага. Вот. Это кладка та еще, да, получается? Кирпич, старая? кирпич, да, кирпич. Ну, его называют здесь татарским. Это татары его, по-моему, не делают. Татарка, да? Почему? Ну, татарка. Это черепица татарка. А это... Черепица, ну и кирпич татарский, в принципе, он был такой, его делали, здесь делал шталь в Севастополе. Вот. Ну и такие мелкие мастерские, это я их не помню, тоже делали иногда, этот кирпич. Он соответствует размеру современному кирпичу, вот, но тонкий. Тоньше. Здесь это все пиленное, плиточки. Я когда здесь разобрал дымоход, из дымохода попилил этот кирпич на пластины, чтобы можно было облицевать. Вот. В таком стиле восточном сделать. А видишь, бананы у меня растут во дворе. Вот это вот все это было, это вот что ты сейчас видишь, это все было одно помещение. Вот доходило вот туда вот, где стоят сейчас. Это было громадное помещение. Здесь 30 человек спокойно собиралось. Это был зал? Танцевали, да. Ага. Танцевали, здесь пианино стояло. Вот. И получается, вот этот дом, который торчит, это ради него они снесли Они ваш. снесли, да. Они вот как раз порога нету веранды, вот там, где все большие фотографии, где сидят люди, да, собираются. Там была большая, это зимний сад, большая такая веранда. Вот там лимоны росли, еще ступеньки были. Вот на этих ступенях собирались эти люди, которые были в этих гостях приходили. Вот. Ну вот, это столько комната, размеры комнаты остались. Мы идем здесь посмотрим. Смотри, как цветет банан. Вау. Первый раз вижу. Первый раз, ну, видишь, он зацвел в марте месяце.
Все как положено. Вот. Потому что для того, чтобы банан созрел, нужно 9 месяцев. Как детеныш человеческий. Остатки вот этого дома большого. Это вот кто этих здесь? На зифе Ага. у Мировых. Вот. Это вот они граничили с этим домом. Вот. Ну и тут видишь, вот эта стена, насколько толстая, почти метр. Да. Ради окна. Это вот та часть еще старого дома. А вот там было описано, да, что с этой стороны проживали тета, с этой тета. Вот кто в этом доме проживал, вы не знаете? Здесь проживала Дюкины, проживали уже Дюкины, на тот момент на первом этаже. Им продали, это русские, москвичи. Вот. А на втором этаже жила вот Назифа Умерова. Поняла. А это что за камни? Просто для красоты? Или они откуда-то? Это от этого дома, в котором все эти камни, которые красивые, тесаные камни оставались, я их оставил. Ну, теперь, видишь, делаю красоту. Из Айвасиля. Низ от старого, плита из Айвасыла. Да. Ну и все вот эти вот камни, то, что здесь мощенное все, это все из Васильевки. Вот верхняя Васильевка. Вот. И вот там оттуда я их потихонечку собирал, когда еще можно было, когда люди не сообразили, что можно это делать дорожку. Получается, это дом по адресу улица Куйбышева, 17. 17. Здесь да. проживала семья Пузиковых. Да, которые... Отец семейства Александр? Или как его звали? Я не знаю, я не помню, как его зовут. Дети были там. Он был милиционером. Вот, а у него были дети. Старший сын Александр. Вот, и еще было 3 девочек. Вот. Так, это дом семьи Ширяевых. Почему их пристроили здесь? То есть были знакомы, близкие, и могли довериться ему. Ну да, оно же было, да. Здесь же забор просто чисто, там, ну, штакетник стоял и все. Это сейчас уже Прежде вот это дом всё это семьи Ширяевых понастроено. доходил Вот, до я этого же говорю. забора, но в 60-е годы здесь построили на месте этого дома многоэтажку. Селился милиционер. После войны милиционер Да, селился он в был этом потом доме. начальником ГАИ города Ялты. Начальником ГАИ города Ялта. Вот мы... А это дом как раз вот, где жили Сулеймановы. Дримджи Сулеймановы. Да. Вот. Ну, тоже, видите, все здесь перестроено. Все это... Вот осталась только эта вот часть старая, подвал остался. Камень оттуда остался, который... Вход сюда. Вот за этот дом говорили, где картина нарисована. А, вот это вот Вот он, это, да? вот А это я вот дом. на угол смотрю, такое чувство, что он остался с тех времен, да? Вот. Вот эти шалаши понастроили. Шикарный был фасад, хорошие окна. То есть это вот дом Мустафы Аметова. Да. Речь идет о Мустафе Аметове, купце второй гильдии. Он был супругом моей прапрабабушки Гульзаде Ибраимовой, дочери Ахтема Ибраимова, также купца второй гильдии. Соответственно, Мустафа Аметов – это мой прапрадедушка. Картина, которую вы видите, была выставлена на аукционе, на интернет-аукционе, и была подписана как дом Мустафы Аметова в Дерекое. Естественно, мы не можем на 100% быть уверены, что это дом нашего прапрадедушки, но предполагать можем. Какое-то время я пыталась сопоставить эту картину с местностью и найти этот дом. Да, встречались похожие здания, но все-таки было видно, что это не они. И вот когда мы попали в гости к семье Ширяевых, Алла Игоревна, Ростислав Игоревич, они сразу опознали этот дом, посмотрев на картину, и сказали, что он находится не так далеко от их двора. И во время прогулки мы подошли к нему. Действительно, он очень похож на тот, что изображен на картине. Но когда я приехала домой, спустя время начала рассматривать старые фотографии конца 19-го, начала 20 века, сделанные приблизительно в этом районе, я пришла к выводу, что все-таки дом, который стоит сегодня, хоть и в перестроенном или достроенном виде, тот дом, который изображен на картине, и те дома, которые изображены на старых фотографиях, все-таки они отличаются. И то, что изображено на старых фотографиях, как раз-таки
сегодня продолжает стоять, хоть и в перестроенном виде. Я приложила фотографии. Обратите внимание на фотографию, на которой изображен двухэтажный дом с резным деревянным балконом справа. Этот дом – это тот дом, который сегодня стоит, и на который мы подумали, что это дом Мустафы Аметова. Есть другое фото, которое сделано со стороны мечети. Там в углу левом виден этот дом, а точнее его кусочек. И есть третье фото, сделанное издалека, со стороны улицы Садовой приблизительно. Этот дом также виднеется, и на этой фотографии может показаться, что это здание мечети. Но нет, это здание отдельное, это чей-то дом, я не знаю, это кто там проживал, какого назначения было здание. Но очевидно, что это не то здание, которое изображено на картине. А вот этот дом, он был двухэтажный. Его часть снесло, когда после революции турецкий крейсер сюда заходил, в порт, на рейде Ялты был. Вот, а здесь был Реввоенсовет. И вот они болванкой, не снарядом разрывным, а болванкой, чтобы поменьше убить народу такого гражданского, они прострелили вот тот большой сарай наш, он был насквозь пробит. Вот, и долгое время такие вот все щепки эти, просто отверстие было такое интересное. Вот, и здесь снесли этот второй этаж. А полностью был снесен второй этаж? Ну, его снесли, он разбился, был разбит, вот, ну, его снесли. Вот. Здесь даже было, как одно время было кафе. Кафе? Кто-то из татар держал здесь кафе в этом вот, с длинном этом здании. Ну, идемте дальше. Вот, здесь улица Подъемная. Я Белялу даже фотографию показывал. Здесь толпа детей стояла. Вот эта стенка Это здесь, да? осталась целая. Ага. И вот там, видите, тот домик тоже еще остались эти. Он горел, второй этаж. Вот, ну его Это который дом отреставрировали. горел? А вот тот, где черное это сделано. Вот. Кто там жил, не знаю. Вот. Ну вот эта вот часть, это все еще родное. Вот это все. Это вот здесь, да, был такой столб, и там было написано, что деревня Дерекой, количество дворов такое-то. Ну, наверное, да. Я уже там не помню точно фотографию эту. Вот. Ну, это улица Подъемная. А вы не знаете, в этом доме кто жил? Здесь я не знаю, кто жил из семьи татарской. Это татарский дом. Это татарский дом, точно. Вот. Ну, жили уже после войны здесь. Кого сюда пригнали? Пригнали из Белоруссии в основном. И из-под Питера людей, из деревень этих питерских. Вот они здесь были расселены. Для того, чтобы занять эти места, ну и хоть как-то здесь, чтобы существовал город. Пошли дальше. А кто до войны, я не знаю. Ну вот, видите, здесь, даже имея все это в Ялте, да, казалось бы, собственность какая-то, как люди обращаются с тем, что имеют. Постройка татарская, вот видите, сделана как. Делался каркас, делались эти перепонки, и потом камень с глиной. Вот, или просто глина с соломой. Ну, поэтому, когда землетрясение было, Оно целым осталось. Наверное, это был доходный дом, потому что вот 12 номер дома, значит, если это 12, то тут, наверное, 10-й дом. Вот. По этой стороне четно идут. Вот здесь громадный двор. Также тут маслины росли. Вот. И он есть на старых фотографиях, он есть. Кусочек дома. Вот есть фотография с улицы Садовой, мы сейчас посмотрим. Образно. Так, налепили. Вот. А вот этот дом В даме с собачкой, да? Аметовых. То есть не этот самый. С головы вылетел. И он над нами, этот дом. Назифе Умерова? Да, Умеровых, Ереметов, Умеровых.
Да, да, Наверху, да, да. Там витражи были, вот дом очень красивый. Ага. Стекло было цветное, там красное, синее, Видно, темно-синее. что-то было когда-то интересное. Он интересный был дом, да. Надо же, вот как был, да, только развалился, подурнел. На первом этаже люди москвичи купили, вот Дюкины там было, говорилось, соседи. При покупке дома Ширяева, тогда вот было, одни из соседей были Дюкины. Они первый этаж у них у Мировых выкупили. И они живут там сейчас до сих пор. До сих пор? Да. Даже? И фамилия, И фамилия, дети. И они уже умерли. Последняя мать этой, она 93 года прожила и недавно умерла. Вот жалко, что она-то помнила здесь очень много. Дворы эти, это все выстроено, пристроено, перестроено. Вот. Единственное, что вот это Сачах да, называется. да, это вот что осталось, кусочки. А все остальное, причем все без проектов, все вот это безобразно. Наляпали. Ну, вот как раз хурма, видишь, какая старинная. Еще с тех времен. Дореволюционная наверняка. А вам фамилия Зайдман не знакома? Зайдман, ну она Зайдман, по-моему, если не ошибаюсь. Да, фамилия знакомая, но что с ней связано с этой У меня фамилией? просто сестра, она увлекалась эсперанто в молодости, и когда-то они где-то А, слет ну был, да, да, Ефим Зайдман да, был из да, Ялты. да, есть, да, знакомо. Это дом Ибраима Ибраимова. Он работал аптекарем в городе Ялта, имел соответствующее образование, полученное в Москве. Был женат на Ворониной Марии Павловне, у них не было детей, поэтому в 1933 году они усыновили двоих из Кучук-Озенбаша, мальчика Ваджипа и девочку Гульзаде. В 1937 году он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и в 1938 году был расстрелян. Вот пару фото этой семьи. Второе фото, насколько я помню, было сделано во дворе дома. Ну, видишь, здесь два дома. Один вот тут, с лестницей, который брат стоял там, да, Да. на фотографии. Один вот тут, это очень богатый тоже дом. А Ну. кто здесь проживал? Тут я не знаю, кто проживал. А на какой фотографии брат стоял, вы говорите? Вот тут. Нет, какой брат? Что Ну вот вы имеете в виду? показывали. Амет. Ну да, Получается, Сильвер это Харбаба, Аметов? брат Получается, Быкана. это Аметова, значит? вот лестница. Нет, это дом А, Ахтема так вот это Ибраимова. 22, да. Вот лестница. Это двор. А? Историю. Дореволюционные постройки, Да, спасибо. греческие. Это не греческий, это, Это здесь жил мой прадед, крымский татарин, да. Да. И мы в архиве нашли подтверждение. А вот там наверху, вроде говорят, турок построил. Там наверху не знаю, но здесь я знаю точно. Да? Корявый, вот она хурма висит. Это зеленая, хурма. да. Мгм. Зеленые плоды. Большая. Ну, большая, она нормальная, как хорошее яблоко. Нет, само дерево А большое. дерево очень большое. Его даже там, по-моему, подпиливали. Она, отдай папку, пожалуйста, я хочу сделать Его практически собрать нельзя из-за того, что она очень высокая. до после. Зеленая папка. Похож, все это, да. Так это Вы, наш кстати, Сервер знаете, Харбаба а, Аметов. Кого-то из татарской семьи, мальчика, На фоне приезжал дома князь купца Измайлов, он его Ахтема усыновил Ибраимова. и дал ему его фамилию прадеда. Измайлов, и ему построил здесь дом. Вот, Нет, это я не слышал. отца дом. Они, видимо, здесь жили. То ли вот он на войну пошел, попал, поэтому здесь она осталась. Вы поняли, да, что это дом? Как кур называется? Палки. Вот Палки. были же с этой, да, с петлей собирали. Там. Штучно, длинные. Ну, туда же надо все равно забраться наверх. Оно, дерево, нельзя сказать, что оно крепкое, прочное, оно хрупкое. Поэтому можно навернуться. Вот здесь вот фонтан в Чешме. Дере Чешме называется. Вот он фонтан, да. Его Только- загородили. Да, к сожалению. Сейчас, может Ну, быть, с той можно обойти стороны. с той стороны. Он Вот был отсюда намного дом. больше, Видите, его в как асфальт выглядит? закатали наполовину. Вот он купил первый этаж этого дома, заход оттуда был. Отсюда не было. Он еще там выстроил один дом. Вот. И сделал вот этот фонтан этот.
почти с бетоном закопал. Ну, без власти. Вот улица Мичурина, ты спрашивала. Революция же, они же все пытались свои корни немножечко М, разбавить. Ну да. И она пришла, значит, его мать, ее матери, и говорит, вот нам нужна, на выданье есть невеста здесь, нужно сына женить. Он стал всех перечислять, она говорит, а почему ты про свою дочь ничего не говоришь? А то и даже в голову не пришло, что придет такая, Ну как да. бы из этих кровей, женщина будет свататься. Ну вот состоялось у них сватовство. И вот Ну, здесь, видите, улица такая, настолько она, так, Мичурина и 11 нужно 12. 14. 14. значит, слева, да? Значит, да, идемте дальше, да. Она и была не широкая, эта улица, но сделали еще уже. Называлась она Средняя, а потом стала Мичурина. Ну, она же двухсторонняя должна быть. Здесь уже по обе... Сейчас мы посмотрим. Здесь 4 и 3. Вот это Так. 5 справа. Ну да, одна сторона. Так, ну вот где был пожар, Это Подожди. Демирджи, да? вот пожар был. Совсем не так давно сгорело здание, двухэтажное, вот с тем балконом, Мгм. с красивыми этими резными наличниками. Вот. Ну Это его, вот его так, по-моему, никто там восстанавливать сильно не собирается. Там было 2 старика, и они, по-моему, и сгорели там, в этом доме. Ну, по крайней мере, никто не знает. она, знаешь, чей это дом, значит? Это дом отца Инаэтапа, она здесь родилась. А, да? Да, семья Мустафы, кажется, его звали Мустафа Демирджи. Они Демирджи, да, Демирджи. Ну вот. Вот его здесь сгорел. Они знают, что ты это? Да, мне и мне Хала сказала Она сказала тебе. адрес. Надо же, как жалко. А вот этот вот кедр вот торчит, да, вот над крышей, спиленный. Это вот мы под ним сидели, это двор мой там, Мгм. как раз. Это что? Двор мой там. А, это во что? Вот Да. здесь. Ничего нет? Дом Нет, да. Демирджи. Все там есть. И дом Где-то есть, и улица 60-е, есть, только ну, 70-е годы. Я забыла номер. А датировку, нумерацию не показывает, потом дома да, посмотрю. И вот этот не дом показывает, сегодня. номер 14, ничего не знаю. О, Он это сгорел, вот и, черепица кажется, в нем татарка. погибли люди. Бери на память. Так, это плохой. Ну вот можешь взять кусочек. Вот. Это вот как раз вот этот О! кирпич, о котором я говорил. А это кирпич, этот самый, делал, господи, еврейская фамилия, Шталь, Шталь. Севастопольский. Да, да. А это бесхозные? Ну, бесхозный можно взять, это с Да? пожара. Вот так что можно взять. Вот, Спасибо. вот это вот кирпич. Вот тот кирпич, который я в беседке, у меня его пилю на 5 сантиметров. То есть 3 сантиметра толщиной. Вот. И им можно облицовывать. Вот. Это пока горело, все это выкинули, вытащили, выкинули. Вот. Можно еще что-то посмотреть. Может, что-то интересное. Да, Ну, это тоже черепица, черепица. кусочек черепицы. Ну, татарскую я тебе могу подарить. Мы спустимся домой, я тебе дам татарскую хорошую черепицу целую. Вот. Я ее притащил с Феодосии. Знаете, где много черепицы? Вот что интересно, при советской власти здесь было все чисто, убрано. И был даже асфальт. Вот эти кусочки остались. Вот всех их закоулок, 50-е годы, вот, власть, ну, ялтинская власть сделала более-менее комфортное проживание людей. А потом все оно как-то не сложилось, не получилось.
Вот посмотрите на толщину стен. Это еще тоненькая, по-моему, а бывает 1-1,5 метра. И за счет этого очень хорошо холод сохраняется. Толщина стен. Толщина стен. Да, иногда Вы что-то там интересное обнаружили? Вот этот дом тоже доходный дом был. Доходный дом? Да, он с той старый. стороны, сейчас посмотрим. Она можешь взять, пожалуйста? Ага. А ты видишь, что это? Ну, это дореволюционная. Вон еще это не сняла здесь? Инжир И эта улица соединяла Ялту с садовая. Дерекоем. Угу. Она так и называлась, кстати, Садовая. Угу. Потому что там вот те поля, ну, или вдоль реки, вот, а это были мордвиновские земли, вот, и он сдавал в наем татарам, чтобы они там садили что-то там, ну, за определенную плату. Старый подпорная стена из камня сложенная. Вот. Ну да, ну, хозяева приличные, хоть содерживают его в порядке. Вот. Вот А еще вот тут- здесь зимой или весной обвал был. Я видела, машину раздавила. Вот, где машина стоит, Да. это был обвал. Это вот кирпич, все это деньги выделены, дорогу в школе сделали. Какие трещины там тоже может Ну, ползень. Это, во-первых, это шиферное вот это все. Это вот скользкое все это. Если вода попадает, он как мыло начинает, вот эти чешуйки. Нет. Откуда? Мы просто прогуливаемся по старому городу. Мы просто гуляем по старому Мы городу. обычные люди, не Мы не власть. К сожалению. Опять засыпали. Здесь же люк. Вот. Делали дорогу, как обычные люди. Просто просто гуляем. Ну, мы просто гуляем, мы никто. Просто вот как вы. с горисполкома вот делали дорогу, асфальтировали. И вот здесь люк водяной. Они засыпали, вот, прямо на люк камни засыпали. Ну, наверное, уберут. А то я звонила в горисполком. Нет, нет, мы не оттуда. Это вы просто проходите мимо? Да. Да, Откуда-то приехали, да? Да. Откуда? из Симферополя. А? Из Симферополя. Сколько любопытства. А это вот получается новый дом или же тоже на Это старый, новый. как- Ну, здесь был старый дом, здесь жил мой одноклассник. Вот, они уехали из Ялты, продали кому-то. Это вон там Учхош находится, ущелье. А вон там интересно, почему вы выстрелили, да? А? Явно что-то вот снесли деревья, как дырочка образовалась. Ну, это пожары, в основном пожары. Пожары, Да, съели все это. Вот это вот баланс Каяс, большая скала. Идет Баланс в ущелье, Кая, да. в ущелье, заходит в ущелье Тюгор. Очень красивое место, кстати. Да. Вот. Приезжайте осенью, октябрь, ноябрь, когда будет прохладная погода, и можно совершить прекрасное путешествие пешее. А это вот Васильевка, дальше вот эти домики, это верх Васильевки. Дом старинный, еще вот остались эти вот навесы, это все еще и веранды. Вот. А все это, да, а все это. Сделать ужасно быстрее. Я так не пойму, что мы не можем решить ее проблему. Ну, мы же не решим их. Это все вот улочки, вот такие переулки, закоулки, они все это было. Вот этот дом, который над нами стоит. Вот дом Умеровых. А, вот это дом Да, Умеровых, да? да. Вот здесь еще остались, еще остались вот здесь резные наличники. Вот. Бесхозяйственность полная. А вот интересно, это вот старые, да, вот сложены вот эти Да. камни? Ну, единственное, он начал ползти. Они подбросали здесь эти камушками, все это задвинули. А вот это все, это вот облицовка, это все еще Да, вот старое. крыша даже. Вот. Крыши, такие вот металлические. Это какой примерно период делали? Это переделано, здесь была черепица. Это совсем Это недавно. советское время, наверное. Совсем, да, это советское время, ну, вот уже такое, знаешь, ну, После 60. депортации до
60-е годы, да. А была черепица. Идет. Вот это дом нижний. И дальше, ну вот дом это там подстроили вот это все это. Вот, а этого не было в той второй. Все это как было, так и осталось. Вот все это, видишь, и этот дом остался таким же. А вот я правильно понимаю, вот здесь этот загоревший дом? Да. Вот там. За этим вот, перед желтой этой крышей. Вот этот дом, Ваш дом. а это домик, да. А вот этот дом, вот здесь вот, видите, как хорошо, Да, отсюда здесь видно. хорошо. Вот где люк, Ага. вот там и жил Пузиков. А, Вот. понятно. Вот. Где? Инжир это Где так и вентилятор? да, инжир это так и остался, старый. Вот. Видишь, какой красивый, красивый был очень дом. красивый. Вот. Красивый, дорогой. И вот это здание, и все вот эти там где жили, вот у Меровых здесь были работники. Они, видать, забирали садоводство было, потому что здесь были сады большие, и табак. Вот. И вот в этом доме, вот она идет, видишь, двор вот так отцеплено. Пузиковы жили вот там. Вот там, где люк, и вот этот большой инжир. И там идет двор вот так. Вот этот двор, и выходят туда к Дымджи. Вот. Это все было у Меровых. Вот здесь жили работники, они там приезжали сезонные. Вот. Ну, а это уже здесь все. Здесь тоже был пожар. Они зимой здесь не живут, они уезжают в Москву. Вот. А кто-то забрался туда. Что-то там натворили. И среди ночи там такой пожар полыхал, просто ужас. Вот. Хорошая глициния такая здесь цветет. Тоже старинная, кстати. Еще до этой самой, До высылки? до военной, до высылки, да. Вот. И вот есть фотография, улица Садовая. Вот эта вот штучка, вот вход этот. Ну, здесь уже подделан, он чуть по-другому выглядит. Вот. Ну, сам вот этот вот входик сюда вот выдвинутый, вот, он есть на фотографии, там люди стоят. Два татарина И стоят. вот, по-моему, даже остались окна, что ли, с этих. Ну, с тех времен, наверное. Я попыталась найти эту калитку на старых фотографиях. Я, конечно, не уверена, что это 100% она, но обратите внимание на переднем фоне на фотографии, вот внизу. Вы видите забор, над забором дерево, и справа виден козырек входа во двор. Скорее всего, это есть та калитка, потому что, исходя из расположения этого дома на местности сегодня и исходя из того, что изображено на фотографии, по расстоянию, по планировке очень похоже именно на этот дом. Если вам известно что-либо о расположении тех или иных объектов, пишите в комментариях, вместе будем устанавливать истину. Вот недавно москвичи выкупили вот эту квартиру, я не знаю, что они собираются здесь делать. Просто ужас. Оно все настолько уже обветшало, все это просело. Но, видать, это самое, как ее... Нет, цветет пассифлора. Что? Пассифлора, А, пассифлора? да. Вон, это цветок, плоды. Вот они, видишь, пассифлора, плоды ее. Они потом красные станут. Вот. Очень крутая улица такая, подъем. Если я не ошибаюсь, эта улица раньше называлась улицей Тик. Ну да, бегали. Привыкли бегать. Ну так оно. Здесь хоть чуть-чуть. Воздух чистый, вода чистая. И вот Это эти все, бесконечные движения. да, все это благодать была. Да, ну, собственно, и сейчас все это остается, в принципе. Вот, только люди немножко злые стали. Вот, как эти наличники, красивые на окнах, эти рамы, все это ходили,
интересно, сами стены были интересны. Потом все это замазали, заштукатурили. И на этом все дело остановилось. Ну, нормально. Мы сейчас еще сходим сюда и уже будем возвращаться. Да. Вот как бодро люди ходят, да? Это не Симферополь. Так. По-моему, вот здесь большой дом. По-моему. Сейчас я гляну, скажу. Ну, есть там большой дом, да. Слева. А этот ничего дом не выстроен предприятие, Из-за на котором я кустов, работал. деревьев. Вот все забетонировали к черту. Вот здесь был фонтан, да? Да. А где он стоял? А вот тут вот. Ну вот где машина сейчас Где стоит. машина? Это такой большой, да, красивый? Он такой красивый, граненый, по-моему, шестигранник. Это Харман Чешме, по-моему, он Да? назывался. Ну я не знаю, как он У назывался. Белява в книге. Вот он был, сделали стоянку, видишь? Так, идем на Инжерету. Мгм. Пошли сюда. Крепили чем? Причем эта шелковица тоже еще до депортации. Наверное, забор потом, или она пробила забор. Это было море здесь. Вот. Ну, предприимчивые ребята опять же над этой улицей построили дом. Нависло там, эти, анкерные эти сделали. Вот, и повесили над дорогой часть. В воздухе построили дом. Массандровском, да? Вот где край вот тех поселочек в лесу. И ниже там и есть речка. Гува, да? Да. Мы там Вот. были 1,5 года назад, кажется. И вот там как раз есть водопад этот Массандровский. Он такой, как джур-джур, вот так. Мгм. Ну, не прям как водопад, ну, из земли вырывается. Кто-то выставил какое-то кресло неплохое. А там видно, что продают. Просто то, что не знаю. Что-то путешествие куда? Место не занимать временно. За этими домами как раз было кладбище татарское. Кладбище. И там стоял последний памятник, ну, вот примерно где вот кедр, макушка, там, ну, чуть дальше. Вот. А там нет детского сада? Там детский сад Это есть, на да. Кривоште, Все да? есть, да. Потому что я помню, что рассказывала тетя, они На территории в конце кладбища. 90-х или начале 2000-х были здесь. И они вот увидели, что дети играются на территории бывшего кладбища. И вот даже там... из Там этих плит, остатки, да, эти. да, к сожалению, да. Все это было. Но сейчас там уже все это убрали, ничего уже нет, остатков не осталось никаких. Вот, идемте попробуем найти Инжерету. Вот. Вот это что же кладка, да? Это кладка старая, да. Просто ее подделали, оно ползет, грузит все это, и оно все ползет и ползет. Вот. Здесь он дерево засохло и бросили в стенки. Действительно. Вот это тоже Прикол. это старый дом. Старинный. Давайте уступим вам дорогу. У меня внучка. Ну, она так, медик. Это трудно сказать, она косметолог. Ну, врач, она училась, но не врач. Это так. Ну вот, видишь, улица еще осталась такая, более-менее похожая на эту, правда, заасфальтированная. Так, вот Инжерета вот тут была. Идемте вниз. Вот Инжерета это из Кендера Аметова, по идее. Я не знала, вот это ты откуда ты узнала? Мне сказали. Ростислав Игоревич и Алла Игоревна.
Вот еще прекрасный, видишь, образец, складки. Да. Просто глина с известью, что родное. Еще не добрались до конца. Так, ну мы туда, я смотрю, не попадем. Вот за этим домом За этим. был дом. То есть его нет сейчас. Ну, туда зайти сложно. Там что-то есть. Вот, Это получается, здесь жил Искендер Аметов. да. Здесь было, вот здесь, я как сейчас помню, большие инжиры росли белые. Инжир не черный, а белый. Вот. Ну, этого ничего, это балаган, этот, ничего здесь не было. Здесь просто была стенка и просто свободный вход во двор. Вот. А здесь был еще один прекрасный дом, двухэтажный. Кто в нем жил, я не знаю, кто хозяева. Вот. Улица Школьная, надо посмотреть вот по плану там. Он был, значит, снизу, можно было зайти на первый этаж. На втором этаже там наши знакомые жили, фамилии Бубновы. Ну, они не после, это все после военные люди. А выход был еще сюда прямо, на улицу, вот на эту улицу. Вот такой дом интересный. С тесаного камня, красивые печи были там с изразцами. Правда, изразцы не глазурованные, а такие глиняные. Да, чисто керамика. Вот. Ну, все развалили, к Это вот сожалению. из-за этого дома все снесли? Да, 2 дома строили, причем строили для татар, кстати. Да? Никто не получил. Они вселились сюда, вот, а их отсюда выселили. А ты в каком году его построили? Примерно. Нет, раньше, это еще раньше, там, ну, так, 80-е, ну, 83-й, 84-й Ну, тогда год. для татар какой не строят? Тогда еще татар вообще здесь помимо Да не с- было. Ну, обещали, обещали. Их потом, есть здесь такой санаторий, то есть гостиница «Звездочка», их отсюда Общежитие, выселили, и туда их заселили и сказали, мы вам следующее, Это, наверное, в конце 80-х. ну, наверное, да, мы вас это самое. Вот здесь впереди очень красивый дом. Я про него думала, что это дом Мустафы Аметова. А там будет впереди, Да, вот этот. Я на него думала, А. потому что он чем-то похож. А вот, пожалуйста, тоже старый дом остался. ну вот старый дом, да, это вот эта улица старая, вот именно вот по этой стороне она идет. И старая, вон еще и плиты эти старые здесь лежат, облицована все это дорожка, вот. Мне вот в ДНК показалось, что в Казахстане положительно живет Лачин или Лапин как-то, Лахин, как бы четвероюродный брат. Я вот думаю, если Искендер Аметов умер в Казахстане в выселке, ну, жена его здесь умерла, Зурия Ширинского, он приезжал, ему разрешили приехать на ее похороны. Может быть, у него там дети где-то остались, какие-нибудь правнуки, внуки остались там в Лахине. Ну, наверняка, Но я не наверное, смогла есть. связаться. Ну, это надо. А адрес есть все это? Нету, просто, ничего. что вот фамилия Лахин, да, на имя, фамилия и всё. Здесь, вон, видите, еще остатки тротуара старого идут по улице. Что-то как хозяин прям Ну, ругается. Ты что? недовольный. Ты что? Какой сердитый? Уходи. Он хотел туда идти. А, Увидел, точно, мы ему он туда. хотел. Защита с нападения. А мне кажется, или там какие-то надписи есть? Что тут это что-то было, да? Да, смотрите, вот зеленая дверь. Смотрите в камеру. А это не надпись, это узор. Видите, там над входом Ну да, там, ну, там узор какой-то. узор, да. Я думала, арабская вязь. Издалека не видно. Нет, это все то это наводил. Вот то, все, Мгм. что там это наводил. Здесь остатки только вот я чуть-чуть Ну, говорю, могли, видишь, да, могли это все позже. ступени, скорее всего, позже ступени сделать. Да, точно да, да. старые. Ага. Вот. Это песчаник этот Васильевский. Вот из него сделаны ступени. Вот. Эти все дома здесь, что было старое, ничего уже не осталось. Все это развалили к черту.
появился, но не так часто, как вот эти. Мы можем сойти на улицу деда моего и пройти. На амбулаторную, да? Или можем еще по переулочку пройти, по узкому и спуститься по подъемной. удобнее. Нет, мне все равно, как вы хотите. Идемте сюда. Давайте так. Там как раз мечеть бывшая, соборная. Да, бывшая мечеть. У кого-то деньги собрались с народа. И закончилось все это. Это же вот мы идем, вот эта улица школьная, Макаренко. Вот. Она школьная, по-моему, называлась еще до депортации. Вот. Потому что рядом школа была эта. Вот. И тут были сады. Вот это ж, ну, домики были, но с большими дворами. А у меня, Были кстати, сады. прадед, вот, который Сергей Раметов, он преподавал в Днепровской школе. О, видите как. Вот 3 брата на фотографии старший. Мгм. Старший брат Искандер Раметов. Но он преподавал в какой-то гимназии, насколько я помню, русской, а тут же было 2 гимназии для мальчиков и для девочек. Да. Поэтому нам нужно выяснить, в какой именно. Да? Ну, Дериховская школа была, она, да, ну там было деление, да, но здание-то было одно. Вот, Может быть, поэтому так да. сказали, что а гимназии было 2, да. Одна была, где сейчас этот самый, расширяли. это улица Ширяева, да. Где сейчас институт Магарач была, это мужская Там. гимназия. Да. Вот. Да. А там, где церковь Александра Невского была, женская. Добрый день. Вот к зданию уже пристроили вот это новый кусок. Вот. А так все. Все было как было. Ну, вот один Здесь из вора- организаторов здравоохранения. Да. Там получается, что Искандер Раметов и Дмитрий Ульянов, они как бы очень много в этой области работали, поэтому, видно, они тоже вот... Ну, Ульянов был у нас дома в гостях. И там самовар у меня стоит на скамейке, правда, погнутый. Это вот они. И когда Искандер Раметова Соловки посадили под Зилами Феркала, Дмитрий Ульянов хлопотал, Крупскую, Анапа хлопотала, через Крупскую его перевели в ссылку в Казахстан. А так он в Соловках должен был сидеть. Ну, в Казахстане всё-таки Все, чего удалось добиться, это смягчить на ссылку. Ой, господи, я был в Казахстане, Алжир есть, лагерь был Да, такой. да, жены Жен изменников изменников ужасно. Родины. Но казахи молодцы. Они, кстати, да, они Мне такой очень, сделали мне очень мемориал, понравилось, да. они такой мемориал там сделали. Да. Вы прям Все были там, отлично. Был. Они соседи наши. Хороший человек, нормальный. Вот. Родители жили в Симферополе, умерли, сейчас они уже полностью сюда перебрались. Вот. Жили дед Мгм. с семьей, с моими там родителями. На 2-м Вот. этаже, да, Да. жили? А в А, какой Анис, период? Анис была амбулатория. Вот. А потом уже в 27 Это как году. бы служебная квартира, да? Ну наверное, да. была? Вот. И там, что интересно, закатали 10-ку золотую. Всё. Ну, пол был, щели были большие, но туда упало. А, Ну, потом, когда ремонт делали, кому-то досталось, наверное. ну если нашли. Ну, если там же все равно там делалось эти отсыпки делались, там глина, шлак, вот, как утеплитель обязательно. Она куда-то там запала, там её найти сложно. Ну, это чисто случайно. Так, а здесь, значит, так, решетку я вам не смогу показать, наверное. Вот. Здесь было кафе и пекарня была. Вот. Вот как раз здесь собирался народ, стоял, вот, есть фотографии даже. Вот. Потому что вот тут сейчас построили вот эту верандочку, а здесь был вход просто. Вот. И, значит, татарин здесь был пекарем. Ну и как-то что-то на какой-то праздник отвлеклись там люди. А сюда залез какой-то там воришка. Вот. Ну, татарин зашел домой, идет, а коридор узкий, ну вот так примерно. И чувствует, там кто-то в конце сидит. Темно, длинный, здесь кажется так, а там сзади двор, еще за этими домами двор, довольно существенный. Все это закрыто вот здесь. Вот тут вход, оттуда можно было зайти. Вот. И вот он идет туда.
Вот. Ну тут побежал, начали там бороться, он его за нос укусил, татарина. И дед мой нос пришивал. Чуть не откусил. Так что такая была история интересная. Вот. Ну, по-моему, даже на одной из старых фотографий есть. Вроде как бы здесь торгуют этим хлебом, лепешки выставлены на лотке. Вот. Ну что, Спасибо двинули? большое. Пошли. Очень интересно. В Чете было, вот там двор. Вот за этим домом, вот этот двор, это было кладбище. Вон там, где растут эти растения. Вот по адресу улица Куйбышева, 9 было кладбище, да, раньше? Да, да. А название кладбища знаете? Нет, не знаю. Может быть, у Ну, кладбища были названия? Ну вот 2 есть названия. Ну, это, То, которое на Кривоштовском, по-моему, а Вильга это вот здесь хоронили от мечети. наверху. Мгм. Это вот здесь хоронили известных людей, да? Да, да. Ну, наверное, было татарский. Вот. И сюда, вот я же говорю, вселился после войны милиционер тоже. Да, да, вот. Ну, мы уже вернулись назад. Обошли по кругу. Артем Ибраимов, знакомая, Ой, она много ой, знает. так, я хотел еще спросить телефон. Мне звонили по поводу шефа. Звонил мужчина. Чингис. А? Чингис Чингис. звонил? А, Наверное, да. Я так думаю. это из рода Уланов, Булгаковых он из рода. Там, получается, Булгаков. А? Ну, он насчет Ниары звонил. Вот изначально, почему я к вам пришла с этим вопросом, потому что он обратился к Эльзаре, которая живет в Волгограде или где, а она обратилась к нам. И, в общем, мы, не зная, что уже он обратился к вам, я пришла тоже к вам. Ну, молодец, видишь. А ты такая яркая, красивая девочка, я тебя запомнил. Спасибо. Даже с первой встречи. Такой мимолетной. А он выяснил, да, что хотел? Нет, поэтому он позвонил, а я никакой просто был. Я говорю, знаете, я говорю, извините, телефон у меня есть его. Вот. Я просто сейчас не могу. Я выздоровлю, тогда могу вас даже пригласить, если хотите. Ну, вот там он, конечно, захочет, пусть обращается. Не, ну пусть нет проблем, конечно, нет. Вот это тоже наш дом. Это один и тот же дом, просто с другой стороны. Он был очень большой. О, нар. Он был очень большой, и здесь проживало 2 семьи. С одной стороны одна семья Гульзаде Байкана, и с другой стороны вторая семья, тоже Ибраимовых. Так, сейчас попробуем посмотреть на дом чуть повыше. Идемте сюда, отсюда посмотрите. Сейчас, да. Вот этот дом. Так, эта фотография сделана в 60-е, 70-е. Вот это сейчас. Плохо видно. Ну, стой. Хотя бы так. Вон сачах остался. Красивый. Там же есть слова, что-то халил, что-то такое. Она всегда думала, что это не... На этой фотографии изображен Ахтем Ибраимов с супругой и со своими детьми. Одна из них вот стоит. Это Гульзаде Байкана, моя прапрабабушка. Жили они в этом доме. Перед нами здание старой соборной мечети Ялтинского района. Она была построена в конце XVIII века. По данным из книги Тереко Белява Сулейманова, в 1780 году здесь была простая сельская мечеть. Ее разобрали и после этого построили каменную в конце XVIII века. И это здание стоит до сих пор. Сегодня здесь располагается жилой дом.
Ранее это была мечеть, которая прослужила вплоть до Советского Союза. В 26 году она была закрыта, в 36 был снесен минарет, и уже в 44 году данная мечеть была отдана под жилой дом. Известно, что возле мечети располагалось кладбище. Некоторые башташи стояли там вплоть до 1988 года, и в один момент, в одну ночь они исчезли. Также известно, что по адресу улицы Куйбышева, 9 также располагалось кладбище. И добавлю, что в Дерекое было две мечети. Еще была Юхары Маали Джамисы, верхняя мечеть. До нее мы, к сожалению, не дошли. Возле нее также располагалось кладбище. И, кстати, в Дерекое было еще два отдельных кладбища, которые располагались не у мечети. Теперь мы подошли к школе рукоделия в Дерекое. Она была открыта на средства общества пособия бедным татарам Южного берега Крыма и на средства жителей Дерекоя, которые могли отдать последнюю корову для того, чтобы внести вклад в развитие своей деревни. Цель школы – помощь крымско-татарским девушкам и женщинам Южного берега Крыма, которые находились в тяжелом финансовом положении. Помощь заключалась в том, что они приобретали профессию и могли зарабатывать какие-то деньги. На базе школы был открыт кружок кройки и шитья. Им руководила Сибиха Тарпи, супруга имама Ибраима Тарпи. Сегодня здесь располагается частная школа, 1-4 классы. Открытие было совсем недавно. Наконец мы подошли к старой школе Мектепу. Здание было построено в 1897 году на средства Сейдамета Парпетова и Мирасана Сиида Бекировых, а также на средства жителей Дерекоя. Школа была новометодная. Здесь преподавал Исмаил Гаспринский, который был основателем звукового метода. И здесь преподавал Исмаил Аки. Известно, что у Исмаила Аки есть внук, которого также зовут Исмаил Аки. И когда-то он публиковал в газете «Голос Крыма» статью о своем дедушке, основываясь на источниках из архива и в первую очередь на уголовном деле своего деда. И он показал, что послужило поводом, а поводом послужила визитка японского посла, которого принимал Исмаил Аки, кажется, в 1906 году. И уже при советах этот факт стал поводом для того, чтобы возбудить уголовное дело. Школа после 1944 года была закрыта, именно Мектеп был закрыт, и здесь уже располагалась 8-летняя школа номер 8. Сегодня же здесь располагается мечеть города Ялта, но, как вы видите, здание очень хорошо сохранилось. Источники, из которых бралась информация для подготовки данного видео: воспоминания уроженцев Дерекоя моих родственников, воспоминания семьи Ширяевых, воспоминания Эльдара Шакаряна Парпетова, газета «Голос Крыма», книга «Дерекой. Память о прошлых поколениях» Беляла Сулейманова, а также социальные сети, в которых потомки уроженцев Дерекоя публикуют истории своих семей. Кроме того, я использовала паству, откуда я взяла старые фотографии, а также личный семейный архив. Благодарю своего брата Джемиля и его жену Зарину за то, что они отвезли меня с моей мамой Ильнарой в гости к семье Ширяевых и приняли участие в интересной беседе и в не менее увлекательной прогулке по старому Дерекою.